по повіданню директора театру «Експресіон Сет» у Лиможі, і ми зробили такий вельми класний, хороший спектакль. Вельми класний, хороший спектакль зробили і поїхали туди. Короче, 10 днів ми тримали всю публіку Лиможської і провінції Лимузен на ушах, тому що до нас приезжали за 100 километров, у нас были полные залы. Приехал театр с некой Беларуси, черт знает, никто не видит где она, и по-французски играет. Да, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, mes enfants, de sang, c'est le de d'ailleurs. Je viens vous annoncer une brutale nouvelle. И так далее, и так далее. Вот такие, ну, а сюжет у пьесы був який, что приезжаем у маленькое французское местечко, подчас службы у костеле, незнайомец на черном лимузине и рассказывает, что он может, прихожанам, что он может это самое воскресить любого небожчика. Ну и все идут за ним на могилки. Все нормально, идут на могилки за ним. А до воскрешения не доходит, потому что чему? Вдова вышла других раз замуж, да, поделили спадок, продали хату и короче и все. Вот. Ну и это правда было вельми цікаво. Жили мы была такая у нас такая господиня, ее звали Даниэль Караунс. Классная тетка, мужик-архитектор ее помер, двое дочек выскочили замуж за алжирцев, и жила мадам Караунс у огромной хате, у пригожей квартиры у центра Лиможа. И она купила себе фортепианко и зранку училась каждый день играть та по стенке бегают клопек. Ну, это танец маленьких ребятей. Да. Вот. Ну и она нас приняла. Ну и, кажется, вот, она картавила. Я думаю, что она была все-таки коммунисткой. Я ее зауважил, где стоял томик, синий томик працаў Сталина, перекладенных на французскую мову. Шиковное выдание, это у меня, рисовая папера, это синяя вокладка, так, барельеф Сталина. Вот. Ну, Виктор, до вас здесь была делегация русских актеров, вот здесь сидели Янковский, Чередник, там это. Ну, была неделя русского кино. Это она нам потом сказала, значит, что, каже, вы не русские. А кому, ну вот у меня жили Янковский, значит, жив Янковский з этим самым. Русский, да? Да, не, с кимсь еще, так, и каже, я им предложила, каже, вот у меня был бар, они выпили весь мой бар. А я вам предлагала, вы даже бутылки не взяли. Она вельми добрая, она учила французскую, российскую мову. Ну и одночі, играли, у нас выпал выходный день, и мы, значит, поехали, значит, актер с театра, у них так само была такая же пьеса, только это было абсолютно не то. У нас была классная музыка, ляльки, все. Я играл вот этого незнайомца, как завсёды, да, вот. И все не верили, что я не разумею по-французски. А я, ну, знаете, как актер, как птичка, научился петь и все. Ну, то есть, тексты я рассказывал, так сказать, а все остальное, ну, с трудом. Ну и актер с театра